militer Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke sejumlah wilayah Rusia. Kerusakan parah terdampak di wilayah Lipetsk, Minggu 20 Oktober waktu Moskow. Ini merupakan bagian dari serangan berulang kali Kiev ke wilayah dalam Rusia yang tak menjadi medan perang antara keduanya. Dalam pernyataan militer Ukraina, pihaknya mengklaim telah menyerang infrastruktur bandara militer Lipetsk 2 yang merupakan rumah bagi jet tempur Sukhoi Su-34, Su-35, dan MiG-31 Rusia. Namun tak dijabarkan skala kerusakan. Kami telah menargetkan gudang yang menyimpan amunisi, bahan bakar, dan peralatan penerbangan, ditambah keterangan militer Ukraina dikutip Newsweek. Serangan juga dikonfirmasi oleh pemerintah Rusia. Gubernur wilayah Lipetsk, Igor Artamonov, mengatakan dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram bahwa serpihan dari pesawat nirawak yang dicegat telah mendarat di sebelah barat kota Lipetsk, tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Kebakaran yang terjadi di darat setelah jatuhnya UAV dengan cepat dipadamkan, kata Artamonov dalam pembaruan selanjutnya. Dalam informasi lainnya, Moskow mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah menghancurkan 110 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah dalam semalam, termasuk 27 kendaraan udara nirawak, UAV, di wilayah Lipetsk. SBU, bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya, menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi kabupaten. Kiev juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan udara tersebut, diungkap seorang sumber. Meski begitu, Ukraina masih tidak diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kiev telah mengajukan banding keras terhadap pembatasan ini, tetapi larangan tersebut tetap berlaku. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 112-й, 113-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах малых проходов Верхней Писаревки, Волчанска и Артельного. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковый, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Надеи, Новоплатоновки и Торского. Противник потерял до 350 военнослужащих, 2 автомобиля, гаубицу М777, орудие М119. Уничтожены 3 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 24-й, 30-й, 54-й и 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Меньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. Отразили 2 контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады. Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, 3 автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 155 мм гаубица FH-70. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, обеспечивающим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й,
53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, 12-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Николаевки, Селидова, Цикурина и Кураховки. Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 78-го десантного штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортер М113, 2 пикапа, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие М119 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады, 110-й, 117-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволя, Шахтерского и Равнополя. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Краб» и «Богдана». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое, Ивановка и Антоновка. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.